На этой неделе парламент Кыргызстана принял закон о легализации казино спустя 10 лет после того, как игорным заведениям был объявлен запрет. Документом устанавливается, что вход в них будет открыт только для иностранцев, а работать в казино смогут лишь на специально отведенной территории, в частности, в курортной зоне Иссык-Кульской области. Гражданам Кыргызстана будет категорически запрещено играть в казино, а на владельцев заведений, нарушивших ограничения, будут наложены штрафы и аннулированы лицензии. Контроль за исполнением этого пункта будет строгим и наказание за его нарушение суровым, подчеркнул глава Кабмина. Бир дагы киши казиного Кыргызстандын казиносу кирип ойнобойт. Ойной турган болсо лицензиясынан ажырайт. Ни один гражданин Кыргызстана не сможет играть в казино. Если их впустят, то казино лишается лицензии. Также у игорного заведения могут конфисковать оборудование. Таким образом, посещение кыргызстанцев будут контролировать сами хозяева. Кроме того, мы будем запрашивать у миграционных служб о получении других гражданств кыргызстанцами. Лицензионный соглашение жазып коюлду атабыз. Оборудованиялардын баарын да алып калабыз. Бөлөктөрдү киргизбешиңиздер керек биздин жарандарды. Biz миграционный службалардан запрос кылдык. Орусиянын кимиси кайсы биздин жарандар, кайсы кишилер жаранды калды деп. Эгерде ошо базадан ыктала турган болсок, биз анда мындай иш аракетке барайлы деп атабыз. Бул эми Орусияда жүргөн биздин жарандар боюнча болуп атат да. Төрөлгөндө биз бир эле гана жолу ИНН беребиз да. Ожидается, что от деятельности казино в бюджет поступит от 1 до 2 миллиардов сомов. Запуск игорных учреждений является мерой эффективного пополнения бюджета, считает доктор экономических наук Кубанычбек Идинов. По его словам, играть будут в основном отдыхающие из России, Китая, Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья. Вклад казино. Бюджет государства будет примерно по расчетам экспертов до 10 миллиардов. Это в среднем такой. 5-10 миллиардов это спокойно, в суммах я имею в виду. Почему? Потому что, с одной стороны, чтобы казино открывать, от 1 миллиона до 1,5 миллиона, в зависимости от региона, будет, значит, они вкладывают как бы свою страховку, поставить деньги на нашем национальном банке. Они деньги будут там храниться. И если нарушается, и за счет нарушения закрывается казино, вот эти $1 миллион сразу включается, как говорится, в бюджет государства. $1 миллион по сегодняшнему курсу, пожалуйста, уже 10 миллиардов сомов. То есть наши граждане туда не могут заходить. Заходить могут только иностранные граждане. Соответственно, той плохой практики, которую мы наблюдали в 90-е годы, да, когда обычный среднестатистический житель, например, очень привыкнув к этим играм, заходил туда и спускал свои последнюю зарплату, например, да, машину продавал, дом продавал. Вот такие вот негативные явления у нас не ожидаются. Ну а чтобы воплотить законопроект, инвесторы предоставят $1,5 миллиона только за лицензию на открытие казино. Кроме того, с каждой единицы технического оснащения для казино, такого как игорные столы и автоматы, будет взиматься налог, что также принесет немалое пополнение госбюджета, рассказывают экономисты. Скажем, субъект экономики, казино, это является предприятием досуга, организации развлечения. Соответственно, при уплате соответствующих налогов госбюджет, это будет доходная часть государства в любом случае. Другое дело, что у нас данное дело организовывается, скажем, немного с другой стороны, специфически. Если все правильно организовать, я более чем уверен, это принесет, это будет одним из источников пополнения доходной части бюджета. В мировой практике во многих странах разрешена деятельность казино. К примеру, Великобритания и США получают прибыль от сферы казино около $10 миллиардов в год. А такие страны, как Мальта и Сингапур, пополняют казну примерно на 2-3 миллиарда долларов в год. Эти средства страны направляют на развитие своей инфраструктуры и создание всех условий для качественного развития сферы туризма. Отметим, что в 2010-2012 годах гражданам Кыргызстана было разрешено посещать казино, и в стране действовали игорные учреждения. На этот раз кыргызстанцам будет категорически запрещено посещение игорных заведений, разрешается только иностранцам.
Кыргызстандан багы жарандарга катышканга мүмкүнчүлүк алышпайт. Ошондуктан менимче чет элден келгендерге У граждан Кыргызской республики не будет возможности играть в азартные игры. В них будут играть граждане других стран. Таким образом увеличится наплыв иностранцев. Соответственно, увеличится поступление в бюджет. По предварительным данным, 10% суммы общего бюджета могут составлять поступления от казино. Ранее 20 июня профильный комитет парламента сразу во втором и третьем чтениях одобрил проект закона об игорной деятельности. Большинство депутатов заявили, что поддержат законопроект только в том случае, если будет реализован строгий контроль запрета посещения игорных заведений гражданами нашей страны. Инициаторы законопроекта включили в документ понятия онлайн-казино и виртуально-электронное казино. Глава Кабинета министров обещает разработать механизмы для недопущения участия граждан Кыргызстана в онлайн-играх. Мирим Асаналиева, Бакыт Кыязов, ЛТР. Итоги недели.